Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Политика» с Георгием Яланжи. Сегодня я буду беседовать с политологом и юристом Дмитрием Кисеевым. Дмитрий, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Мы с вами не в первый раз встречаемся, но за это время с последней нашей программы произошли определенные события как в стране, тектонические события, как в стране, так и в регионе. Но мы находимся на финишной прямой избирательной кампании по выборам Башкана Гагаузии. Особенно интересной была прошлая неделя, когда произошла смена власти в Кишиневе. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, как повлияет переформатирование власти на центральном уровне на Гагаузию. Вы на прошлой неделе написали в социальных сетях, что Башкан Гагаузии должен распустить Народное собрание Гагаузии. На чем основано вот ваше такое предложение? Значит, во-первых, мое предложение основано на том, что большинство в этом Народном собрании, эти 18 депутатов, они были согнаны, я даже могу сказать и такое слово, в большинство по определенным, скажем так, выгодным для них причинам. Это и должности, это и другие вещи. То есть фактически это большинство было рычагом влияния и давления на Гагаузию, рычагом контроля и противодействия Башкана с Кишинева, ну и в том числе и наших местных некоторых политиков. То есть фактически это не был законодательный орган в полном смысле этого слова. Это орган, который подчинялся определенным указаниям, незаконным, которые противоречат уложению, закону об особом правовом статусе. Этот орган является антиконституционным. На эмоциональном уровне я вас понимаю, но какие основания должны быть для распуска? Ведь мандат депутатов Народного собрания действительно до 2020 года. Совершенно верно. Есть основания для распуска. Я сейчас не буду давать, скажем так, предварительно этим депутатам намеки, чтобы они не давать им повода, скажем так, обдумывать все эти. То есть оставим для них это в качестве сюрприза. Но я абсолютно уверен, что после выборов Башкана Ирина Федоровна должна распустить это Народное собрание. Это уже пережиток прошлого, это пережиток прошлой системы давления, прошлой системы подкупа, коррумпирования депутатов, перехода их из одной политической силы в другую. Это пережиток старой системы власти, пережиток власти ДПМ. И мы должны избавиться и избавить Гагаузию от всех старых методов решения проблем. И, конечно, Народное собрание, как вот такой сгусток вот этих вот методов, должен уйти в прошлое. На каком этапе сейчас находится разбирательство, судебное разбирательство по поводу отстранения 2 членов Центральной избирательной комиссии, делегированных туда трех членов Центральной избирательной комиссии, которые были делегированы ранее Народным собранием туда? И с учетом последних политических событий в стране, вы можете сказать, кто за этим всем стоял? Это очень хороший вопрос. Действительно, по ЦИКу мне есть очень много чего сказать. Значит, Народное собрание приняло 2 постановления по Центральной избирательной комиссии. 2 постановления абсолютно незаконных. Они не входят вообще в правовое поле никак, ни с какой стороны, противоречат уложению, закону об особом правовом статусе, закону о регламенте и так далее. Законодательный орган, то есть Народное собрание, не имеет права вмешиваться в работу Центральной избирательной комиссии. Не имеет права давать оценку работе Центральной избирательной комиссии. Не имеет права повышать эффективность. Да? Постановление 125, оно как звучало? О повышении эффективности. А вы, депутаты, вы кто такие? Вы кто такие, чтобы давать оценку Центральной избирательной комиссии? А как бы повысить эффективность самих депутатов? Да, вот это очень хороший вопрос, понимаете? То есть как вы можете... Смотрите, какой цинизм в словах и в действиях депутатов. Повысить эффективность, при этом отозвав 3 членов. Это как? При том, что кворум 5. То есть вы отзываете 3 членов, чтобы повысить их эффективность. Но это глупость. Это полнейшая глупость наших депутатов Народного собрания. И я, кстати, стою на позициях, что эти депутаты должны за это ответить. Что я имею в виду? Я буду разговаривать с этими 3 членами ЦИКа. Елена Казанжи, Марина Кройтер и Илья Челак. Они обязаны просто подать иск о защите чести и достоинства и деловой репутации к 18 депутатам Народного собрания. Потому что депутаты оклеветали их бездоказательно, обвинили их, на секундочку, в нарушении уложения Гагаузии, в нарушении Конституции Республики. Это очень тяжкие обвинения. Эти депутаты, 18 депутатов, должны ответить своим карманом за такие тяжкие обвинения в адрес членов ЦИКа.
Теперь по поводу судов. На данный момент у нас 3 судебных процесса, 2 из которых здесь в Камрате и 1 в Кагуле. В Кагуле процесс проходил, как бы вам сказать так, чтобы помягче, с явным сопротивлением судебной системы, как-то хоть благовидно соблюсти хоть какие-то принципы состязательности процесса, которые заложены и в основе Гражданского процессуального кодекса, и Конституции и так далее. То есть там отчетливо видно. Я за все время подал, чтобы вы понимали, около 30 ходатайств. 30 ходатайств за, по-моему, 4 заседания. Все ходатайства были отклонены. Ни одно ходатайство не было удовлетворено. Я просил привлечь депутатов, чтобы они рассказали, какая мотивация. Потому что мотивации в постановлении, где написано отозвать, там никакой мотивации нет. Там просто ссылаются они на законодательные нормы, и потом 2-м пунктом отозвать членов ЦИКа. Я просил, уважаемый суд, а давайте мы привлечем депутатов, пусть они дадут мотивацию, потому что мы должны изучить и в том числе вопрос с точки зрения обстоятельств, предпосылок отзыва членов ЦИК. Отклонить. В том числе и Высшая судебная палата, потому что мы обжаловали в кассационном порядке и Высшую судебную палату. Высшая судебная палата тоже. Отклонить. Это вообще что за процесс? Там однозначно была сначала одна коллегия. Потом, когда я поставил вопрос о том, что это коллегия, там один судья высказался не очень благопристойно в адрес Гагаузии. Он сказал, что ах, это Гагаузия. Так очень неуважительно, я бы сказал, брезгливо по отношению к Гагаузии. Я дал отвод всему составу апелляционной палаты Кагул. Дело ушло вверх, в Высшую судебную палату. Высшая судебная палата дело вернула, отклонила мой отвод, но при этом поменяла коллегию. То есть я все-таки был прав. Коллегия была не очень корректна. И по моей информации, конечно же, все вопросы в этой, сейчас я уже могу сказать без всяких опасений, все вопросы решал Корнел Дудник в этой коллегии. Мы еще будем разбираться с тем, как он давал эти указания, кто на эти указания реагировал. У меня есть информация, с кем он разговаривал, как разговаривал и так далее. То есть информация по этим вопросам у меня имеется. И я думаю, что все те, кто командовали правоохранительными органами, отдавали абсолютно незаконные указания, судьям должны за это ответить. Это мое принципиальнейшее мнение. Мы должны и сейчас наказать, и на будущее запретить кому-то командовать полицией, прокуратурой, судами. Ведь давайте будем откровенны, Девлет все это время просто-напросто прикрывался этими органами власти. И все свои абсолютно бездарные инициативы противозаконные прикрывали органы правосудия, судебной системы, прокуратуры и так далее. Поэтому мы должны показательно наказать этих людей, которые позволяют себе вмешиваться в деятельность прокурорских органов, полиции и судебных инстанций. Дмитрий, сейчас многие произносят такую фразу, как переодеваться, переобуваться на ходу. Да. Речь идет о тех руководителях, которые по протекции бывшей правящей партии были назначены на определенные должности, и которые хотят сохранить свои должности. В нашем случае это деконцентрированные службы, такие как Молтелеком, Гагаузгаз, Почта, МРЭО и другие организации. Да. Как вы считаете, эти институты нужно освободить, либо нужно дать шанс этим руководителям исправиться? Да, вы видели, наверное, мою публикацию в Фейсбуке. Я писал о том, что все руководители, которые сгоняли людей под угрозами, в том числе путем подкупа и другими путями незаконными, самое главное, это незаконными, они должны быть освобождены от должностей. Здесь даже не может быть никаких компромиссов. Эти люди должны уйти. Не потому, что они были ставленниками демократической партии или были, хотя закон это запрещает. Закон государственному служащему запрещает заниматься партийной работой. Но мы все знаем, чем занимались начальники паспортных столов, МРЭО, Гагаузгаз, Телеком и так далее. Мы все знаем, что они свозили людей, они занимались партийной работой и так далее. То есть закон об этом однозначно говорит, что это запрещено. Поэтому, конечно, все руководители деконцентрированных служб должны быть смещены. А я считаю, что если будут доказательства, что они, допустим, угрожали людям, а есть и такие случаи, мне поступают такие сигналы, что такие случаи есть, значит, эти люди должны быть привлечены к ответственности, к уголовной ответственности за превышение своих служебных полномочий. И здесь не может быть никаких компромиссов. На этих выходных в Камрате прошло учредительное собрание новой гагаузско-болгарской партии. Я уже как-то говорил свое мнение, я считаю, что это такой же проект, как и партия Шора.
Что вообще вы думаете об этой партии, тем более, что руководителем там значится такой человек, как Игорь Янак, Вице-председатель фунт. который является председателем наблюдательного совета ГРТ и У нас деканом юридического факультета. Господин Янак у нас пойдет, по-моему, председателем во все органы, которые только можно создать в Гагаузии. Ну, как минимум заместителем. Да, он готов, мне кажется, возглавить все в Гагаузии, лишь бы это был он. Знаете, ну меня просто удивляет вот это рвение его занять все должности сразу. Мне кажется, это какая-то нездоровая уже мания у него. Я говорю, есть прекрасное произведение, которое называется «Золотой теленок». И там есть такой персонаж, которого зовут Зиц-председатель фунт. На него оформляли все однодневки, он возглавлял все фирмы, чтобы потом списать всю ответственность на него. Вот господин Янак — это Зиц-председатель фунт. Вот он просто, Дудогла ему скидывает вот эту всю работу: занимайся партией Буджак, занимайся Девлетом, занимайся это, чтобы потом все, если что, свалить на Янака. Ну ты доктор права, ты профессор, ты юрист. Ну, ты что, этого не понимаешь, что ты делаешь? Учитель, в конце концов. Преподаватель. Вроде как и студенты хорошо. Зачем ты это делаешь? Ты же себя дискредитируешь этим. С Игорем Янаком у меня достаточно долго были достаточно дружеские отношения. Мы с ним общались долгое время. Но после вот этого вот момента в 2017 году, когда он стал исполняющим обязанности декана, человек почувствовал власть. Видать, она ему как-то очень понравилась. И он решил залезть везде, где только можно. ГРТ, избирательный совет и так далее. У меня вопрос: Игорь, зачем тебе это надо? Я просто не понимаю. Зачем? И еще один момент. Первая угроза в мой адрес со стороны команды Дудогла поступила именно от него. Это было в 2017 году, когда господин Янак только-только занял должность исполняющего обязанности декана. Мы сидели у него в кабинете, и я что-то написал в Фейсбуке, что-то про Демпартию. Ну, все знают мое отношение к демократической партии, здесь секрета нет. Что-то написал про Канду. И ему это очень не понравилось, он говорит, типа, убери. Так он же не член демократической партии. Вроде как, вроде как. И он мне говорит, типа, убери. Я говорю, почему я должен убирать? Ну вот ты понимаешь, ты преподаватель, ты представляешь университет, это некрасиво и так далее, там тобой заинтересовались и так далее. Я говорю, Игорь, давай не будешь мне давать указаний. И он мне говорит, если ты не перестанешь критиковать Дудогла, то тебя ночью вывезут в наручниках и в трусах. Я передаю дословно слова, которые мне сказал Янак. Да вы что? Который на тот момент считал себя моим другом. Мы как-то общались даже с семьями, друг к другу в гости ходили. И этот человек говорит мне, что тебя ночью арестуют, в трусах и в наручниках выведут и посадят. Это слова Игоря Янака. И он после этого через разных людей, вот он будет, наверное, смотреть, он мне передавал, что нет, это не была угроза, это просто предупреждение. Просто чтобы я не заблудился. Дружеский совет? Да, дружеский совет. То есть вот такие у нас руководители факультетов. Дружеский совет. Для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру, я хотел бы напомнить, что вы смотрите и слушаете программу «Политика» с Георгием Яланжи. Сегодня я беседую с юристом и политологом Дмитрием Кисеевым. И говорим мы о том, как повлияет смена власти в Кишиневе на Гагаузию. Дмитрий, ну вы работали в Камрадском госуниверситете. Да. До сих пор было принято так. Ректор и руководящий состав университета назначаются по протекции правящей партии в Кишиневе. Ну, кто контролирует Министерство образования. Тогда это была демократическая партия. Да. Сейчас пост министра занял ставленник блока АКУМ. Следует ли ожидать, что руководство университета теперь будет наращивать какие-то связи с этой партией? Ну, господин Захария уже был в либерально-демократической партии. Я думаю, что у него путь не так долг до блока АКУМ. В принципе, это там люди, многие из либерально-демократической партии, я думаю, по старой памяти господина Захарию примут обратно туда, поэтому у него не будет сильно больших проблем в этой части. Знаете, долгое время о господине Захарии ничего не говорил, ни плохого, ни хорошего, но вот последний его шаг, то, что он дает отпуск людям раньше времени, чтобы каким-то образом поспособствовать снижению явки на выборы Башкана. Ну, господин Захария здесь просто открывает двери к тому, чтобы люди поняли, что господин Захария просто с Николаем Дудогла вот играют эту партию совместно.
Я вам тоже приоткрою секрет. В 2016 году между ними была заключена некая такая договоренность о том, что Дудогла помогает пройти Захарии в народное собрание от Кангащика. И, соответственно, Татьяна Дудогла, жена господина Дудогла, помогает Захарии избраться ректором Камрадского государственного университета. А, соответственно, господин Захария потом голосует так, как ему попросит или скажет, и здесь уж выбирайте выражение, как вам нравится, в народном собрании голосует так, как это необходимо господину Дудоглу. И мы это видели. Господина Захария рука всегда была как? Полностью в сочетании с другими 17 депутатами. Так, это вы видели все, то есть это я не придумываю. Он поднимал руку. Мне понравилось выражение Воронина в свое время. Манекены. Да? То есть это не люди, это манекены. Вот эти 18 депутатов, они в своем роде вот выступали в такой роли. Поднимали, говорят, даже некоторым писали на бумажке, за что надо голосовать, чтобы они не забыли, где и как надо голосовать. То есть, и вот это народное собрание, оно у нас пока еще существует. Чем оно будет заниматься? Как оно будет работать? Для меня большой вопрос. Дмитрий, лидер демократической партии Влад Плохотнюк уехал или улетел из страны, до сих пор не знаем, но в самолете не хватило мест на всех. Да. Кстати, всех предупреждали, извините, что перебиваю, всех предупреждали, господа, демократы. Не все улетят, вы останетесь жить здесь с нами. С нами будете жить и будете отвечать за все, что сделали. Неужели вам этого не понятно? Не хватает вам ума это понять? Так вот, в чартерном самолете не хватило на всех мест. Как вы думаете, что теперь делают самые ярые гагаузские демократы? Такие, как Николай Дудоглу или Корнил Дудник, который неделю назад был замечен на митинге и бросал индюков в сторону администрации президента. Как вы думаете, чем они сейчас занимаются? Более глупой выходки я себе представить не могу. Хорошо, что хоть птицы спасены и сейчас в зоопарке находятся. Но более глупого такого вот жеста, я не знаю. Мне кажется, демократы, они всегда жили в какой-то другой реальности и как-то руководствовались какими-то своими вот разнарядками. В отношении того, что будут делать наши демократы, не знаю. Я знаю сейчас настроение, там полное смятение, там некий стресс, такой легкий стресс, потому что поддержка ушла, все, крыши нет. Некому теперь прикрывать их делишки грязные, некому теперь давать им информацию, потому что они получали информацию из центра, чтобы вы понимали. Некому теперь принимать судебные решения, как это было по Первому округу в случае Дмитрия Георгиевича Константинова. Теперь открываю секрет, господин Дудогла, через кого решал вопрос по судам. Есть такой правая рука, он, по-моему, даже является кумом Владимира Плохотнюка, Дарин Дамир. Вот господин Дудогла решал вопросы по Первому округу по снятию Дмитрия Константинова, и вопрос по ГРТ, по наблюдательному совету, он решал через Дарина Дамира. И у меня тогда вопрос, господин Дудогла, если вы так жалуетесь, что полномочия Гагаузии ущемляются, может, было достаточно позвонить Дарину Дамиру, и все вопросы по полномочиям Гагаузии были бы решены? По полномочиям я вам больше скажу. У меня есть информация, что бывшие депутаты парламента от Гагаузии, входящие во фракцию Демократической партии, лично сами просили забрать налоговые, другие структуры с надеждой на то, что я приду, я потом верну, я буду героем. Приду геройски и буду решать эти вопросы. Поэтому сам их создам и сам их буду решать. Насчет полномочий все гораздо проще. Не исключаю, я не исключаю, что это было сделано именно тем самым образом. У нас есть величайший политолог всех времен и народов Виталий Андреевский, который все плетет все эти, я не знаю, как сказать, интриги. И вот они вот это все продумывали под господина Дудогла, вот, чтобы он вышел, знаете, с такими мышцами и вот начал говорить, что мы вернем полномочия Гагаузии. Так позвони Дамиру и решай все вопросы, какие проблемы. Давайте поговорим о наших выборах Башкана. Как вы относитесь к тому, что в этой избирательной гонке участвуют люди, если мягко и более интеллигентно высказаться, как сказал Владимир Путин, являются неуравновешенными, что ли? Как вы относитесь к таким личностям? Сложно мне сказать об этих личностях. Конечно, эти постоянные оскорбления каждый день. Конечно, плохо, что они имеют доступ в публичное пространство, но мы не можем им ограничить доступ в публичное пространство. К сожалению, видите, такой век технологий, что каждый может выйти в лайв, и в онлайн, в любую соцсеть и говорить все, что ему заблагорассудится. Но это не означает, что ответственности за свои слова не должны нести. Я написал тоже, опять же, в социальных сетях, эти люди должны быть привлечены к ответственности. Это тихчайшая угроза, статья 155 УК РМ.
Это угроза родственникам, угроза детям, заразить их СПИДом. Я считаю, что здесь, ну, пока что прокуратура и полиция, мы видим, что никаких... Друзья, все будет хорошо, генеральный прокурор будет смещен с должности, придут новые прокуроры, в том числе и сюда, в Гагаузию, будут нормальные правоохранительные органы, которые этими вопросами займутся. Нужно немножко потерпеть, пока сейчас будет вопрос по Генеральной прокуратуре в парламенте поставлен, нужно немножко потерпеть. Но все эти люди, кстати, я обращаюсь и к руководству прокуратуры Гагаузии, у вас есть шанс пока еще действовать в пределах закона. И все те жалобы, которые вам писали, и на которые вы не реагировали, которые вы игнорировали, все эти жалобы рассмотреть. Это и обращение и к начальнику комиссариата Камрат, к инспектората Камрата, начальнику УВД, господину Стойнову. Сделайте, покажите, что вы можете. В противном случае вы понимаете, что кресло займут другие. Сделайте, пока еще можете что-то. И в отношении господина Алада. Там есть другие личности, на которые вам писали очень много жалоб. Вы не откликались. У вас есть шанс. Дмитрий, ваш прогноз по явке избирателей на выборах 30 июня и по результатам первого тура выборов? Я надеюсь, что явка будет в пределах 55%, 53. Посмотрим, насколько мой прогноз сбудется или нет. Но я думаю, что будет такая цифра. В принципе, настроение у людей бодрое. Люди готовы выйти. Надеюсь, что многие приедут. И родственников повидать заодно и выразить свою волю. Поэтому я думаю, что все будет хорошо, выборы пройдут. Призываю всех, кстати, выходить на выборы, голосовать так, как вам. Я не буду призывать за кого-то голосовать конкретно. Голосуйте так, как вы считаете нужным, но делайте это с умом, делайте это с ответственностью, делайте это так, чтобы потом вам не было, как говорится, как говорил Горький, да, чтобы потом не было... Стыдно за бесценно прожитые годы. Да. Поэтому делайте свой выбор осознанно и выходите голосовать. Это наше право, и мы должны им воспользоваться в любом случае. Дима, спасибо за это интервью. Я думаю, что зрителям будет интересно ваше мнение по тем вопросам, которые сейчас есть у нас в стране и в регионе. А зрителям программы хочу сказать спасибо за внимание. Следите за новыми выпусками нашей программы в социальных сетях и на моем канале в YouTube. До свидания.